уважаемые коллеги, я не буду отнимать вас время. У нас то же самое, как у соседей, почти одинаковые. Но без федеральной поддержки, без содействия округа развивать, показать хорошие результаты или там выйти на новый уровень у нас на территории Чеченской Республики не получится. Поэтому, Леонид Анатольевич, я написал на ваше имя письмо, вот, где какая нужна нам помощь и поддержка. Я думаю, что, как и всегда, вы нас поддержите и примите правильное решение того, чтобы мы, в конце концов, ставили на ноги в экономическом плане. Спасибо за внимание. Спасибо. Но у вас и так все уже не очень грустно. Значит, с каждым днем все лучше становится. В Ставрополе лучше, чем у нас. Поэтому... Это правда, у вас это тоже правда. Хорошо и красиво. Он уже теперь одна из визитных карточек Российской Федерации. Как ни посмотришь, это хорошие показатели на самом деле. Если глава субъекта на месте не будет работать, тогда у нас никакая там система не будет работать, я это точно знаю. У нас самое молодое местное самоуправление в республике, и у нас абсолютно нет никаких вопросов, которые мы не могли бы сами решать. Если мы хотим, чтобы система работала, то глава региона, он и является гарантом местной конституции, там, и он отвечает за все. Если он не будет отвечать перед президентом и не будет днем и ночью работать, то сегодня мы примем закон, это останется законом. У нас много законов, которые так обходим эти законы. Я считаю, что вы должны еще жестче с нас требовать, чтобы мы работали и выполняли все поставленные задачи. Только тогда у нас будет система работы. Сегодня все мы умные, и все будут каждый раз по-своему добавлять и убавлять. И в конце концов останется те же проблемы. Я так считаю, это мое мнение. Спасибо. Спасибо. Вам еще раз спасибо за помощь в освобождении наших журналистов.